Дорогие друзья, второй урок шитья нашего изделия. Я напомню, что мы сегодня у мастера, у Марии Тейлор в инстаграме. Мария Габышева, это мастер, швея с большим стажем. И мы шьем изделие, я напомню еще раз, это свитшот. Свитшот очень нарядный, с люрексом ткань у нас, но она дышащая, с большим содержанием хлопка. И можно в этом изделии выйти и на улицу куда-то за покупками, а может быть даже прогуляться на какое-то, ну скажем, светское мероприятие. В руках у меня то, что мы сделали на прошлом уроке, это наша выкройка. Выкройку мы перевели на кальку. Мы выкроили переднюю полочку и выкроили спинку по половинке, как вы понимаете. Ну и что у нас получилось? В конце урока мы покажем готовое изделие. Итак, начинаем. Мария, вы уже выкроили, получается, к нашему приходу выкроили уже почти готовое изделие, и остается нам только соединить то, что мы выкроили. Да, ну пока я вначале подосноровлю горловину, так не разбираться. У меня спинка. Скажите, а ведь можно прийти к вам и поучиться в вашей школе ведь? Можно. И не только свитшот, но и другие изделия, да? Можно. Пока я веду только лишь индивидуальные курсы, это с одним человеком, потому что пока до весны я буду проводить только лишь дома, а с весны, возможно, я открою снова, и там у меня будут уже массовые такие вот большие объемы, большие группы. Но пока так дома, только по одному человеку. А вот во время пандемии вы как-то осваивали, может быть, онлайн какие-то курсы? Онлайн, да, у меня есть канал «Просто шить». Девочки у меня занимаются из разных городов и даже стран. У меня есть девочки с Украины, с Республики Казахстан, Кыргызстан. Они занимаются у меня. Здорово. И в основном, основная часть, конечно, с Республики Саха. Девочки с разных улусов, у тех, у кого есть хороший интернет. То есть, если есть связь, то это не проблема. Да. Можно, не выходя из дома, научиться шить. Да, да, да. А вообще, скажите, вот конструировать одежду, это очень просто? Вот, допустим, на основе этого свитшота, ведь можно сшить какую-то рубашку, допустим, да, платье какое-то. На основе этой же выкройки можно сшить платье-рубашка. Ух ты! Здорово. То есть это нужно просто вот длину изделия как бы увеличить и Да, все, это да? платье-рубашка в форме тюльпан. Здесь у меня вроде как цельнокроенное изделие, но есть складочки односторонние. И за счет этих складочек, в общем-то, можно как-то поправить свою фигуру, да? Если, допустим... Для тех, у кого, да, объемная грудь и живот, конечно, выступает. Есть, это выход, это единственный выход. Да, это здорово. Скрывает все недостатки. Но в то же время подчеркивает талию, да? Она не подчеркнет, она... Ну, обозначит слегка, да, скажем немножко так, да? обозначит. Но оно такое Чуть очень стройнее. женственное. Женственная, легкая. И получается это практически вот на основе той же выкройки, которую мы с вами... Да, но уже путем моделирования, конечно же. Все решает моделирование. Кстати, я вот свитшот в краю уже без каких-либо припусков ношу. Ткань трикотажная очень хорошо тянется, поэтому припусков на швы я не оставила. Но все зависит здесь уже от ткани. Допустим, ткань, если у меня была бы футер, более плотная, двухнитка или трехнитка, я бы оставила припуск на шов примерно 5 поясните, мм. пожалуйста. Футер это спортивная она более плотная ткань. такая. Плотная. Это хлопок. Хлопок, чистый хлопок. Это более спортивная одежда. Это обычный худи, обычный свитшот, но не на выход, конечно. То есть для занятий спортом, для Да, прогулок. спортивные брюки. То сейчас очень модно. Конечно, свитшот можно шить из тканей джерси, оксфорд, футер. Можно даже кулирка. Это будет более домашний вариант. Да? Кулирка это более такой тонкий, чем... Тонкая, да. Тонкая, как маечка, как футболочка. Трикотаж. Трикотаж. Тонкий трикотаж. Есть трикотаж платье, но они же разные, все разные. Сейчас у меня трикотаж и люрекс. Здесь 90% вискозы и 10% люрекса. Очень хорошо вискоза тянется. это как Надо бы каждый раз аналог проверять. хлопка. Да.
Надо проверять, насколько она тянется, насколько она эластичная. Если она менее эластичная, как футер трехнитка, то, конечно, лучше оставить припуски на швы по 5 мм. И еще я советую девочкам, мужчинам, детям, если мы шьем из футера, если мы же шьем, допустим, даже худи или хотим просто объемную оверсайз одежду, лучше к своему размеру прибавить несколько размеров. Один размер это 2 сантиметра. Допустим, 44 размер, и я хочу объемный, то я прибавлю, допустим, 5 размеров, а это 10 сантиметров. Тогда я получу очень объемную одежду. Вот, допустим, я 46-го, и этот худи я сконструировала, применив, получается, 2 размера, 4 сантиметра прибавила, да? Как 52-й. Нет, 46, как 50-й взяла. 2 размера это уже плюс 4 сантиметра, да? Ну, а, соответственно, если ты 50 размера, то у тебя получится оверсайз 54 размера, да? Все, время идет, поехали шить. Поехали. То есть эта машинка у вас профессиональная практически, или любая хозяйка может себе Ну, позволить любая такую хозяйка машину? может купить себе такую машину и дома творить чудеса. Ну, это реально вот чудеса просто. 2 какие-то тряпочки, скажем так, да, мы сейчас соединим, и получится у нас замечательная вещь. Одновременно эта машинка, она будет строчить и обметывать края, да? Да. 4-ниточная, да, то есть мы все трикотажные изделия в основном обрабатываем, соединяем только лишь на оверлоке. Весь свитшот я буду шить сегодня только лишь на одной машинке. То есть вот это вот мы обметываем, сразу прошиваем, и вот так вот одновременно сразу же у нас получается вот такой Обрабатываем красивый, край, да, край ткани. красивый обработанный. Итак, для начала мы соединяем по плечевым. По плечевым соединили, затем развернули. Я положу его лицевой стороной вверх. Берем рукава. Здесь не важно, правый или левый рукав. Они одинаковые. Они абсолютно одинаковые, это и Одинаковые. перед, и зад тоже не важно, Перед, да? зад одинаковые. Находим на этом рукаве Серединку. серединку, центр. Совместили ее с плечевым швом. Здесь мы можем заколоть. Но закалывать нужно чуть-чуть дальше. Здесь я не буду объяснять, в какую сторону поворачивать шов, потому что неважно, да, те, кто раньше не шил, они вообще не придерживаются никаких правил, поэтому, конечно, лучше всего повернуть в сторону спинки этот плечевой шов. Ну и что, ткань такая тоненькая, прямо как это, как паутинка. И со стороны рукава втачаем в пройму. Идет вечер. Следующий рукав то же самое. Рукав. Находим середину, совмещаем с плечевым швом, закалываем чуть-чуть подальше, примерно отступаем 1,5 или 2 сантиметра. Здесь, когда мы втачиваем рукав в пройму, не нужно сильно тянуть ни одну из деталей, да? Положили как лежит. Такая прямо ткань. Вот и все. Очень
красивая ткань, она такая нежная, тянется, Да, ну- очень красивая, нарядная. И цвет такой очень приятный, Ну, очень серый, сложная, оказывается, очень. серебристый. Да. Но скажите, а вот по ткани, по стоимости, это насколько дорого и, допустим, вот этот свитшот? Так, метр такой ткани мне стоил, по-моему, 900 рублей. Мгм. А Я сколько? купила Да. на метр 80 сантиметров. Но вот на этот свитшот, потому что у нас горловина там такая богатая. То есть почти 2 метра нужно, да, на Мгм. такой свитшот? Нет, 1,5 и максимум метр 80. 2 метра будет много. Ага, 1,5 метра. Так, То есть теперь смотрите, 900, вот я вас где-то перебью, чуть да? больше 1000. Плечевые соединили, рукава в пройму соединили. Конечно, нужно провести влажно-тепловую обработку, все это прижать утюгом и соединяем уже одним швом. Это рукав и боковой шов. То есть мы уже закрываем. Тикс. Здорово. Один бок мы уже закрыли. Теперь нам нужно Красота. закрыть другой, следующий бок. Вот он. А вот эти ткани вы покупаете здесь у нас, да, в наших магазинах? Я люблю магазин «Колибри». Мгм. Можно я сделаю рекламу? Вот из Ну, у тех нас магазинов не так я много выбираю. магазинов специализированных, да, магазинов тканей. Я кутюрье, да, я Но кутюрье. ткани, в общем-то, ассортимент устраивает В вообще? «Колибри», да. В «Колибри» все устраивает, и как обслуживает, устраивает, да, нежели в других магазинах. В «Лоскутке» очень мало выбора. В «Якутюрье» тоже меньше выбора, чем в «Колибри». А нитки где вы покупаете? Нитки там же, в «Колибри», все в одном месте. То есть, допустим, вот мы покупаем, Нитки? некоторые нитки такие лопушатся. Ну, вот Это многие надо знают. выбирать фирму, фирма Дортак. Только лишь фирма Дортак. И вообще при выборе ниток надо смотреть, как бы, сейчас они, Дортак тоже какой-то пошел не тот, видимо, это привозят нам. А это дорт, это наш или, ну, имеете в виду отечественные нити? Или... Это корейское, что ли? Мгм. Что-то, То есть нитки это заграничные, да? да, получается? заграничное. Но в основном Дортак только и советуют все механики машин. Ляпота. Ну а вообще, Мария, вот вы скажите, реально научиться любой хозяйке, допустим, ну, каким-то азам шитья и затем обшивать свое семейство? Ну вот тот же свитшот, Свитшот – это реально. какие-то Намного- штаны домашние Да. шить. В основном вот после наших курсов все девочки шьют только лишь свитшот. В основном все девочки. Это очень большая редкость, когда девочки шьют не только свитшоты, но и платья, и рубашки, да. Это уже основная масса все на свитшотах. Ну потому что это модная И- одежда, наверное, очень Я не удобная знаю, она очень просто она очень простая, и универсальная. универсальная, да. Про манжеты расскажите, как их вырезать правильно. Так, вырезать правильно как? Это ширина моей кисти. Мгм. Ну, не так вот, как робот не держим, а как свободно, да? Допустим, 20 сантиметров. Мгм. Так, чтобы моя рука свободно входила. Ну, конечно, для этой ткани можно и Да, взять можно. обхват запястья, она же хорошо Она тянется. тянется хорошо. Для других же тканей, как футер, более плотных, лучше Посвободнее. посвободнее и принять мерку уже не запястье, а именно кисть. Мгм. Чтобы Чтоб она можно было свободна, да, спокойно иначе надеть. трудности будут. А ширина – это две желаемые ширины. Допустим, я хотела бы 5 сантиметров ширину манжет. Я взяла две желаемые ширины, это 10, 10 и плюс сантиметров. припуск, я не забыла, по 5 миллиметров, то есть 11 сантиметров.
Припуск это имеется в виду вот на этот шов. Да, припуск. Что мы делаем? Вложили вовнутрь. Свитшот я еще на лицевую сторону и не выворачиваю, да? Пусть лежит так. И легче всего провести строчку не со стороны рукава, а со стороны манжет. Так будет проще. Потому что И одновременно две, ну как бы Да. сгибаем. и- две изделия, две детали, 3 среза. У меня Да, тоже- получается у нас строчка будет сразу брать три, Да. 3 детали. Слегка манжету вытягиваю, совмещаю и поехали. Вот как хорошо она тянется, что даже можно любую ширину рукава. Если мы шьем со стороны манжеты, то любая ткань хорошо уже ляжет. С любой тканью легче будет работать. Но там бывают такие манжетки маленькие, детские. Ну, проще, наверное, шить для взрослых, да, чем для детей, совсем маленьких. Потому что эти детали маленькие. Нет, нет, детям намного проще. Это такие маленькие детальки. Это такие короткие строчки. Ничего там сложного нет. Вообще ничего сложного никогда в шитье не бывает. Все очень просто на самом деле. Просто надо Разобраться, разобраться, захотеть, да, да, желание. и все получится. вдохновение иметь какое-то. Когда есть вдохновение, шьется очень быстро и прямо на ура. Ну вот как сегодня. Манжету уравниваем все 3 среза. Можно слегка срезать. А вот я заметила, эта ткань не сыпется совсем. Эта ткань не сыпется совсем. Почти нет. Заканчиваем строчку, встаем на строчку. Оставляем небольшой хвостик, завязываем в узел. И аккуратно подрезаем. Да. Можно считать, что изделие почти готово. На этом моменте можно вывернуть уже на лицевую сторону. Посмотрим, что у нас получается. А чем оканчиваем? Ух ты! Здорово! Ну, Нет ли дырок, проверяем. это чудо. Дырок нету? Нет. Это хорошо. Почти готово. У нас уже появился Есть. волшебным образом карманчик. Остается нижняя обтачка. Вот она. Нижняя обтачка должна быть чуть-чуть уже, да, чем само изделие, примерно на 3-4 сантиметра. Ну, вот я слегка. Вот она. А длина примерно сколько? Точно то так же же самое, желаемое и на 2 умножаем. Да. Это опять где-то 10 сантиметров, да, у Мгм. нас? Ну, допустим, у меня вчера В не хватило. готовом изделии это будет 5 Не сантиметров. хватило ткани, у меня получается, если сильно уже сделать, то она будет вот такими вот видите, Волнами как бы волны, идти, да? Мгм. Это уже такая вот посадка, да, сильно припосаженная. Если мы не хотим сильно посадки, то лучше, чтобы она была свободная, легкая. Лучше пусть она будет чуть уже, на 2-3 даже так. Так, ткани немного не хватило, поэтому у меня получается с 2 швами. Мгм. То есть еще раз напомним, что вот на этот свитшот у нас ушло сколько по ткани? 1,80 м. Метр Но это из-за 80. Мгм. воротника. А, да-да-да. На обычный свитшот у нас уходит 1,5 метра. Мгм. 50 размер, напомним, да? Да. Ну, а, соответственно, если размер меньше, и, соответственно, расход Я ткани тут- будет да, меньше. допустим, если когда я приглашаю к себе на мастер-класс, я говорю, берите ткань трикотажную 1,5 метра. Мгм. Ну, футер, вы видите, там на футере ширина ткани 1,80 м. Тут
тут уже не разберешь. А вот что в такое. ателье, допустим, если заказать вот такое изделие, вот такой свитшот, сколько он будет стоить примерно по цене По за, цене? Да, за шитье мастеру? Если это индивидуальный пошив, то это будет стоить примерно 9000. Ух ты! Соответственно, мы экономим 2000, если сами шьем. Да. Во, как здорово. Ну, мы не забываем еще ткани, сколько стоит. Нет, ну, если учитывать, что мы пойдем в ателье, покупаем ткань, платим мастеру за шитье, то у нас выходит ого-го. Ну, так кто как берет. Но я беру 2000 за свитшот, потому что здесь практически я времени не теряю. Если учитывать, что свитшот, в среднем свитшот можно шить за 3 часа, да? За 3 часа 2000. Правильно? Да, здорово. Вообще сейчас мало кто берет за работу менее 2000. Самая дешевая работа это 2000. Самая дешевая. Свитшот считается, что это дешево. Ну, это как бы это. Если массовка, то, конечно, уже тут еще дешевле. Если массовка 1000 рублей, можно вообще дешевле. Это мы подстроились, получается, ой же, там что-то там торчит еще. Вот. Вот она. Выносится она вот так вот. Вот это прикольно. Что, похоже? Так, похоже. Похоже Так, же? ну что, нормально? Ага. Нет, на одно плечо лучше вот. Вот так? На одно плечико, ага, вот так вот. Вот. И там прикрыть надо этот шов. Шов влазит. Ага. Вот. Ну вот, дорогие друзья, у нас появилась... Мария, давайте, презентуйте вещь. Итак, закончили свитшот. Похоже ли на эту картинку? Хотели максимально... Ну, модель у нас, конечно, 44 размера, это максимально, видимо, да? А мы сшили все-таки на размер 50. А манекен у нас гораздо больше размером, да? Соответственно, ну, 52, наверное, 54, да? Да. Манекен. Поэтому немножко как-то так вот. Но я хочу сказать, что вообще удивительная вещь получилась, прекрасная и здорово. Прекрасная вещь на выход. Да. Почему бы нет? Это свитшот, немножко, да, видоизмененный. Но это тоже свитшот. Очень красивый и нарядный. Но также шьется на основе сорочки, конструкция на основе сорочки. Всего лишь мы должны были поработать с меркой R, то есть размер, да. Все, больше ничего знать не надо. Если есть у кого-то вопросы, пускай мне пишут, я отвечу. Конечно, да. Тем более все мы знаем, у всех Инстаграм. В Инстаграме я напомню, что Мария Габышева это Мария Тейлор. Да? Мария Тейлора. Мария Тейлор, еще есть канал «Просто шить», может туда подписаться, да. То же самое, я там уже более подробнее рассказываю, меньше волнуюсь, уже как бы со своими, да. Тут я, конечно, волнуюсь, очень торопилась, забыла, то есть я еще не успела сделать влажно-тепловую обработку. Необходимо, конечно же, провести ВТО, прижать все швы, и после этого она будет выглядеть просто идеально. Ну что, дорогие друзья, у нас Так, еще раз. Ну что ж, дорогие друзья, у нас за 2 урока получилась вот такая шикарная вещь. Вещь на выход, можно дома, ну как хотите, а можно выйти прогуляться, буквально вот, можно даже куда-то сходить в кино, где-то с друзьями погулять, а может пройтись в парке. То есть вещь эта универсальная, она и хороша так, как и для дома, так и куда-то на выход. Дорогие друзья, мы будем продолжать серию передач о том, как сшить просто какие-то вещи. И, собственно говоря, любая хозяйка сможет сказать по прошествии времени, и смотря наши передачи, ух ты, а я могу ведь. Дорогие друзья, оставайтесь с нами.